Привет, дорогие друзья! Сегодня 9 мая 2025 года. Я в берлинском Трептов-парке у монумента солдату-освободителю. По понятным причинам сегодняшний день особенно широко отмечается выходцами из Советского Союза, россиянами, преимущественно патриотически настроенными. Патриотически в смысле кремлевской идентичности, назовем это так. Вот буквально в нескольких метрах бегает съемочная группа телеканала ВГТРК, ведущий, которого, как зовут, я не помню, но я помню его с детства, собирается снять стендап вроде меня. Подходит к нему то и дело пожилые россияне, жмут руку, говорят спасибо за то, что они делают. Надо сказать, удручающее зрелище, но иного и быть не может. Надо относиться к этому с пониманием, что ли. Не то чтобы с поддержкой, но с пониманием того, что это может быть, и, наверное, иначе и быть не могло бы. Эти люди десятилетиями живут в этой стране, пользуются ее благами, но при этом продолжают смотреть российское телевидение. Ну что ж, расскажу несколько слов о том, как все это выглядит. Выглядит все, надо сказать, в целом мирно, спокойно. Пришли представители, судя по всему, посольства Армении. Вот буквально несколько минут назад возложили венки, пару слов сказали, их снимают. Рядом активисты с украинскими флагами. Надо сказать, им не позволили включить гимн Украины, но они спели пару куплетов своим голосом, полголоса. В общем, никакие громкоговорители, судя по всему, не разрешены, равно как и какая-то наглядная символика, связанная с Советским Союзом и нынешней Россией. Хотя Знамя Победы, судя по всему, демонстрировать можно. Вот буквально позади меня оно имеется. В нескольких метрах в стороне от меня съемочная группа ВГТРК снимает свой стендап, закадровый так называемый текст, который они собираются, видимо, включить в сюжет, посвященный празднованию 9 мая в Берлине. И слышу традиционные пропагандистские нарративы о том, как все в последние годы стало ужасно, а как раньше было неплохо. Знаете, я не присутствовал здесь в прошлые годы, вообще впервые в прошлом году оказался 9 мая. Сегодня, в 25-м году, в день 80-летия, я снимаю впервые здесь что-то свое такое, более или менее осознанное. Надо сказать, все проходит тихо, мирно. Опять же, исходя из тех ограничений, которые есть, в любом случае каждый желающий почтить память предков, собственных родственников и вообще, в принципе, погибших в Великой Отечественной войне, Второй мировой войне, могут это сделать без каких-то проблем, возложить цветы, пообщаться, сфотографироваться. В принципе, люди пели «Катюшу», я слышал, пели довольно громко, никто им этого делать не запрещал. На всякий случай, если вдруг так называемые коллеги из соседней съемочной группы будут рассказывать, что есть запрет на эти действия. Громкоговорители использовать нельзя никому. Это запретили делать украинцам, или, по крайней мере, людям с украинской атрибутикой, так и условным россиянам. Опять же, сложно выбирать слова, называя тех или иных определенными терминами. В общем, людей, разделяющих разные точки зрения. Я здесь тоже не просто так. Не потому, что хотел снять только сюжет, а считаю чувством какого-то долга, отдаю, опять же, дань некой традиции. Ведь каждый год до мая 2022 года в этот день я бывал на могиле своего деда и бабушки в Балтачевском районе. И вообще все могилы родственников посещал. И думал о многом, анализировал, общался на эту тему с близкими, родственниками. В общем, делал все то, чего требовала душа. Сейчас примерно то же самое происходит со мной. Вот. Единственное, что эту победу, эту дату я считаю больше датой памяти, скорби, нежели датой ура патриотического победобесия, в каковую, точнее, День Победы превратил уже наш нынешний кремлевский режим. С сохранением памяти о той войне, в частности в Германии, все в порядке. Если кто-то рассказывает, что в ужасном состоянии находятся монументы, памятники, то нет, они абсолютно идеально выглядят, они ухоженные.
и причем круглый год, не только к 9 мая. Ни у кого даже мысли, судя по всему, не возникает, чтобы каким-то образом уничтожить эту память или подвергнуть ее ревизии, что ли. Я на самом деле этот сюжет делаю прежде всего для того, чтобы сравнить потом то, что я вижу и снимаю, с тем, что увидят, снимут и покажут на канале «Россия-1». Человек, имя которого я не помню, но я помню его ведущим вести еще, знаете, то ли в конце 90-х, то ли в начале нулевых. Стой нахуй, Андреник, черт не память. Чего ты, блядь? А ну! Шлю свет. А шлю, блядь. Сука, гнойный, бегун ёбаный. Наркоман. Бегун ёбаный. Но, к сожалению, конечно же, не обходится без стычек. Вот сейчас мы наблюдаем, как парень, судя по всему, родом из Красноярска, поддерживает украинскую сторону, рядом с активистами с украинскими флагами стоит, и агрессивно настроенные Z-патриоты пытаются вызвать его на дуэль, скажем. Ну, какая же это дуэль, когда 10 или больше человек нападают буквально на одного. И вот мы слышим, как возникают громкие возгласы «Россия». До сих пор не было, и вот буквально мы стали свидетелями этого. Так что, возможно, самые неоднозначные и противоречивые события, они впереди еще. Разгоряченные алкоголем, я уже вижу некоторых людей с банками как минимум пива, начинают вести себя агрессивно и неадекватно. У меня к ним тот же самый вопрос, который задают многие наблюдающие за этим. Какого черта вы делаете здесь? Почему вы не защищаете свою родину, если вы считаете, что ваша родина в опасности и ведет себя правильно? Иди сюда, без них! Иди сюда! Без них, иди сюда! Иди сюда, без них! Не стой с ними! Как мы видим, агрессивнее всего себя ведут так называемые русские немцы. Это бывшие наши соотечественники, которые переехали на историческую родину, как правило, давно, 20-30 лет назад, но в душе остались все теми же советскими людьми. Они чувствуют себя полноправными хозяевами здесь, они граждане, у них другого гражданства нет. Им даже вроде как не задашь вопроса, а чё же вы не едете защищать своего лидера и его фантасмагорические идеи. И, в общем, остается за этим лишь наблюдать, пытаясь понять, что происходит с этими людьми, почему они такие и в чем их правда, если хотите. Можно однобоко глядеть на это все свысока, скажем, и осуждать, но, наверное, это неправильно. Было бы логичнее попытаться разобраться, понять, почему так происходит, почему люди оказываются на стороне зла, искренне предполагая, что они на стороне правды. В общем, не претендую на истину последней инстанции, не делаю окончательных выводов, делюсь лишь наблюдениями, которые здесь и сейчас фиксирую, и делюсь мыслями, которые приходят в голову первым делом. Давайте обсуждать это все вместе, помнить о той войне, помнить о том, чем она закончилась, какой ценой она закончилась, как была достигнута победа, чтить память предков, понимать, что мы, конкретно вот те, кто существует сейчас, существуем благодаря тому, что выжили конкретные наши отцы и деды, прадеды у кого-то. Как правило, эти люди находятся в лучшем мире и, возможно, наблюдают за тем, как это все у нас здесь происходит. Что-то мне подсказывает, что многим из тех, кто действительно воевал и прошел всю войну, видя весь тот ужас и всю ту кровь, с которой эта война связана, они, скорее всего, не рады, наблюдая то, с каким усердием наша страна, в частности, да и все человечество в целом, готово вновь погрузиться в пучину мирового ужаса, который на сей раз может закончиться плачевно для всех. С Днем Победы, дорогие друзья! Будьте с нами, ставьте лайки,
пишите комментарии.